Ассаламу алейкум ларми нохчи. Добро пожаловать на стрим, дорогие друзья. Не забудьте, кто не подписался, подписаться и ставить лайки. Баркал, спасибо всем. И огромная благодарность всем моим братьям, сестрам, кто в эти дни во время намаза делает дуа, приносят вещи, все, что могут понадобиться мусульманам Турции, Сирии. Это еще раз показывает, что простой народ, да и весь народ в едином порыве показывают, что мы мусульмане, что мы друг за друга горой, что мы переживаем. Честно сказать, присылали нелицеприятные ролики мне, которые я не стал закидывать. Для меня это низко. Поэтому я не стал, не знаю точно. Видел видео, сразу прошу. Еще хочу сразу предупредить моих братьев и блогеров, те, которые раскидывают запись, которая распространяет один из потомков мухаджиров, который проживает в Турции. Якобы их выгнали из села, власть и так далее и тому подобное. Аудиозапись. Я прошу моих братьев, сестер, все, кто смотрит, не распространяйте это видео. Это не является правдой. Этот человек больной. Есть опровержение. Оно не является истиной. Я видел, многие закинули это видео. Запись, которую распространили. Она не является достоверным. Людям без разницы, будь то турок, будь то нохчи или потомок мухаджиров, в Турции все помогают. И в Турции особенности очень, знаю, что там уже за 13 тысяч, если я не ошибаюсь, погибших. Поэтому я хочу... Также есть видео, которые распространяют ограбление конвоев, которые поймали мародеры в Турции, которые поймала жандармерия, или как у них называется, полиция, избивает их. Я прошу вас такие видео тоже не распространять. Аллаху алям, этих людей и так накажет. Власти и полиция работает, думая, что наказание они понесут. Итак, сегодня на весь мир показывать, что есть среди, несмотря на это тяжелое положение, есть люди, которые занимаются мародерством и воровством. Это не украшает нашу уму. И я не считаю, что это правильно. Я понимаю, что это и было везде, и в Штатах, и в остальном мире. Однако помощь, которую везут людям пострадавшим, которые потеряли все, самое дорогое, это, кроме веры, потеряли родных, близких, детей. Многие видео я смотреть не могу, потому что, может быть, из-за того, что в силу возраста стал более мягким, отцов, матерей, которые потеряли детей, которые не находят вот эти крики раздирающие, уже смотреть просто-напросто не выдерживает, честно сказать, и сердце, и все остальное. Вот поэтому я вас прошу, распространяйте добрые видео в это тяжелое время, показывайте добро, творящее мусульманами. А видео, которые там скидывают, что никому не нужны вещи, выкинутые там под снегом, что типа они им не нужны, бо стац видео, суна яйтиниш.
Я вас прошу, Уайгер Мадали Тишихум, не нужно распространять или перекидывать. Ради чего это делается, я не знаю. Вы хотите, чтобы с добрыми намерениями людьми перестали быть добрыми, или чтобы они не творили добро? Всевышний Аллах видит сердца каждого человека. И если человек хочет творить добро, он будет творить добро. А то, что вы там показываете, неизвестно это так, неизвестно эти фуры перевернулись, что там произошло, неизвестно. Взяли эти люди, не взяли, но от чистого сердца многие, все, что есть, куртки, не куртки, аудиозаписи, где отдавали последние деньги, вещи, я понимаю это все. Возможно, я не говорю, что не без греха. Есть некоторые моменты, которые там, вайгерцы, да, личане, я не хочу видеть от своего народа. Разные там группы какие-то там с пафосными звучаниями закидывают, там якобы свадебное платье отправили, грязное там халат отправили. Зачем вам это делать? Если там сортировка происходит, они уберут то, что, я думаю, нормальные люди уберут. Не нужно это записывать, не нужно это раскидывать. Вот, поэтому я вам говорю. И еще прислали не испах Оша, абсолютно не испах. Отдавали в основном все чистые вещи, в основном многие люди вообще не распечатанные вещи отдавали, пледы, не пледы. Я знаю, что у каждого намерения были хорошие. Кто-то мог в суете ошибиться, кто-то мог что-то сделать, не без этого. Но это распространять, показывать, хар даршун, ваш даршун боуша, не сакч салихаша, имейл хир больш кипар. Аж дичь до хук дуркаш, вайматач. Вот такие вот дела. И еще, освободилась, бяхнул билаш, пока еще, да, не слухаривался, нормально, яйца. Присылали видео, где говорили, что Войчан Водич Алсам Дикхардар Войниш Халбахшву. Уважаемые братья и сестры, все, кто смотрит, все, кто может передать и рассказать, я вас прошу еще раз. Чардак и остальные села чеченские поехали ночью, и мухаджиры, потомки мухаджиров, все максимально разместили в гостиницах, помогают всем ночью, вне исключения. И также не только оттуда, везде. Все ночи, которые с Европы, я вам закинул видео, одно только видео из Норвегии, со всех мест отправляются целыми фурами, нетронутые, запечатанные вещи, медикаменты, еда, все, что могут, свою сплоченность показывая, ночи отправляют. Поэтому надо в этот тяжелый случай показывать единство народа. Я не просто так в сторис закидывал вам все, что там, будь то Гудермес, будь то Теркест, будь то город Грозный, Урус-Мартан или другие места.
Вы просто не представляете, вот буквально последнее только что закинули, прямо на трассах стоят огромные очереди, настолько сильно сплоченность, единство, солидарность показал наш народ. Альхамдулиллах, я надеюсь, что по милости Всевышнего Аллаха, каждый, кто творит добро, это учтется в судный день и от чистого сердца. Каждый, кто чем-либо, хоть, я не знаю, одну спичку, если отправил для помощи ради Аллаха, пусть в судный день это все учтется. Тем людям, которые, я не знаю, под какими-то, для чего они делают, распространяют другие негативные видео, а тем более в социальных сетях, там, где выкидывают, не выкидывают, это все, я прошу немножко быть сдержанным. Это трагедия для всего исламского мира. Ва алейкум ассалам. Это очень сложно, поэтому я знаю, уже после 12, через 4 минуты сборы здесь тоже уже закрываются. Я лишь благодарен всем, кто максимально помог, сделал все, что могли. Дал Аси дуэлшу, дал Духдах, дуэл Нохшикам, Биедац, Европе Абалах, Нохчичу Абалах, Казахстане Абалах, Россия Абалах, Митчана Гюрджи Махка Абалах, Урду Махка Абалах, Масана Аллах дали Аллуэл. Огромная благодарность всем, кто принял в этом участие. И единственная просьба, то, что была, плохое не распространять. Не нужно человеческое добро пачкать вот этими мизерными вещами и людьми, которые повели себя по своей глупости, может быть, а кто-то и специально делает. Не пытайтесь замазать вот это хорошее, все, что есть. Я думаю, прекрасно люди понимают, о чем я говорю, те, кто распространяет негативные ролики. Вот. А так, дальше, как мы делаем, собор делаешь. Так. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Эфир чуа. Сайфулла. О гушу эфир чуа. Аязина гушту. Дал духва хуэл. Дал мокшмаш ва хуэл. Язерна дерес хил. Иштхалду. Так. Ва алейкум ассалам. Так, шейх хатта ждала, цаэлу ждала, хахат диц. Ибраим с YouTube это схарюй, шумбодек дисла. Сегодня, конечно, я даже не знаю, как хотелось бы, конечно, о чем мы можем поговорить, что бы вы хотели обсудить, наверное, ближе. Проще ответить на вопросы, чем рассказывать про историю. В такие дни очень тяжело, конечно.
Но были пару вопросов у нас по поводу, задавали некоторые молодые ребята, по поводу, была ли поддержка, была ли помощь. Я хочу, чтобы было понятно. Турция государство, которое помогает. Мы не говорим о каких-то сейчас политических вещах. Турция очень сильно помогала и во время Первой и Второй войны помогала. Есть такая организация, как называется Красный полумесяц. И они помогают и присылали гуманитарную помощь. И нашему народу присылали. И я смотрел и Индонезии. Поэтому тем людям, а помогали ли нам или нет, задающим, я отвечу на этот вопрос. В принципе, одно из главных офисов Красного полумесяца как раз таки являются, как говорится, одним из лидирующих как бы среди исламских государств. Поэтому, что касается Сирии, в Шаме, тоже было достаточно, я не знаю, достаточно хороших роликов, где делали сирийские мусульмане в мечетях дуа за братьев чеченцев. Вы все видели эти видео, поэтому каждый, кто мог, то, чем мог, помог. Это раз. Во-вторых, даже если помогли, не помогли, это не имеет никакого значения. Вы знаете, у каждого человека есть сердце, у каждого мусульманина, и каждый будет отвечать в судный день за себя. Они помогли, отвечать только тем, кто нам помог, и это тоже неправильно с точки зрения и религии неправильно, потому что нам, как говорится, каждому отвечать по себе. Поэтому нужно от чистого сердца ради Всевышнего Аллаха это делать. Ассаламу алейкум, брат. Нельзя ли быстро в ускоренном режиме сделать загранпаспорт, чтобы поехать на помощь братьям в Турции? Я везде интересовался, без загранпаспорта никак, говорят. Честно сказать, говорю, 234, я не знаю по этому вопросу, это Авир занимается. В Турции на данный момент больше 40 или 50 государств мира с шоздре цашодукса. Алейкум ассалам. Там достаточно государств, которые поехали на помощь. Я понимаю, что каждый хочет туда поехать, но я боюсь, что, к сожалению, если вы не специалист, то поехать помочь там, это может быть лишний раз только нагромождение. Что касается загранпаспортов, то там своя процедура, ускоренная возможность маловероятна. Поэтому пытаемся максимально помочь, дуа сделать, и здесь то, что можно отправить. По-другому я тебе говорю, не могу никак ответить, я не знаю. С загранпаспортами сейчас немножко сложновата ситуация, чтобы можно было туда поехать. Поэтому самое возможное, самое то, что мы можем сделать, это отправить, уже закрылся сбор, отправить все, что можно, и дуа, который мы делаем, это все, что мы можем сегодня, на сегодняшний день. Там огромное количество чеченцев, которые там и живут, и
И плюс ко всему с европейских стран поехали туда многие помочь. Поэтому чрезмерная ситуация, которая нагромождена туда, чтобы поехала, поехали туда одновременно, чтобы друг друга не мешать. Тот, кто занимался в таких чрезвычайных ситуациях, вы должны понимать, что чрезмерное огромное количество, оно больше даже мешает работе, чем помогает. Турция не маленькое государство, это огромное государство с огромным количеством людей. Поэтому не считая тех, которые даже в Европе поехали на поддержку, не считая за всех 2-миллионной, кто погиб от землетрясения. Да, сколько там, 200-тысячной армии, которые бывают задействованы в чрезвычайной ситуации. А в Турции сейчас как раз-таки чрезвычайная ситуация. Все силы брошены на это, и все государства, насколько я знаю, не знаю, насколько достоверно, но, по крайней мере, Диком Хардороша, но, к сожалению, с моими возможностями это маловероятно. А я бы, может быть, в экспедиции, если кто-то поехать, я бы поехал бы туда. Вот, ну, что я еще хотел сказать? Ситуация немножко, да, есть. Ситуация сейчас, конечно, более тяжелая в Сирии, насколько я знаю. Город 34. Я тоже спрашивал, но они мне говорят, там нужны специалисты в первую очередь. Валасун Хамса, я даже не знаю, как тебе сказать, как туда можно поехать. Людей может поэтому немножко сейчас WhatsApp. Наша сестра Таиса прислала донат с словами: «За всех мусульман, кто погиб от землетрясения». Аллах дал обалду аль-хасара Таис, да, духяхвар. Вот такой вот, с такими теплыми словами. Я и говорю, что насколько я знаю, я интересовался, если не специалист, ты можешь больше навредить, нежели чем помочь. Я понимаю наше стремление помочь всем, но это немножко работа специфическая, и можно, конечно, делать какую-то второстепенную работу, но опять же, в этом случае знание языка, ты должен быть, профессия должна быть, навыки должны быть. Не зная язык, включая ни турецкий, ни английский, ни арабский, поехать, что делать, куда идти, как быть, я боюсь, что в этой суете можно, наверное, больше навредить, нежели чем помочь. Надо максимально распространять информацию, полезную информацию, что можно сделать, как помочь. Я не знаю, честно сказать, это очень страшная трагедия. Очень страшная трагедия. Огромное количество, да, представителей нашего народа туда поехали.
едут до сих пор. Я, конечно, понимаю, что хотят с лучшей стороны помочь братьям-мусульманам, хотят. И этот порыв, конечно, зов сердца, это только с лучшей стороны. Я лично по WhatsApp говорил сегодня с моим соседом, который уже 2 дня там. Когда раскроешь тайну про находки в горах, имеется в виду те находки, которые только у нас. Это не тайна, это статья. Это никакая не тайна, это известный факт, но, к сожалению, может быть, об этом мало кто говорит. Я скоро опубликую его обязательно. Гайстамар. Опубликую. Он есть просто сейчас, вот буквально тебе кажется, вот что-то ты собираешься сделать, и происходят вот такие вот дела. И в этот момент ты думаешь, людям сейчас не до этого, не до того, что я там рассказываю про историю, поэтому максимально. А так обязательно опубликую. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Опубликую. Еще раз хочу пояснить, друзья. Во-первых, все, что там делается, кинологи, специалисты, они должны слушать стоны, слышны там стоны, крики какие-нибудь. Там это не все так просто. Еще раз вас прошу. Это очень сложная работа. Можно, опять же, второстепенным, третьестепенным, там какие-то мусор убирать, помогать и все остальное, но там должны быть специалисты. Там это сумбур и друг другу мешать. Это очень профессиональная работа должна. Каждый шум, каждый прослушивать, чтобы не шуметь. Люди в суете, когда орут тысячами, вот показывают ролики, там достают ребенка, орут, радуются. Это все понятно. Но каждая минута, каждая секунда. В таком случае нужны специалисты. И им нужны огромное количество специалистов. Я еще раз вас прошу, я не против того, что поехали. Если есть возможность, кто хочет поехать, конечно же, это доброе дело. Но, с другой стороны, если мы не специализируемся, если есть языковые проблемы, если есть какие-то вот такие ситуации, я просто переживаю за то, что и многие, которые поехали в чеченские села, чтобы помочь. Сегодня мне написали, и вы можете наблюдать под постами. Посмотрите, у меня комментарии, почитайте. Там в комментариях очень много вы увидите. Повезли наших чеченцев, разместили в гостиницах, помогли и с едой, и с одеждой помогли. Эти многие вещи уже решены. Единственная проблема была, не могли пробраться в Сирию. То ли из-за дорог, то ли из-за каких-то проблем. Но сейчас уже опять же, по записям, которые прислали мне, по видео, которые прислали мне, они говорят, нашли дорогу в Сирию. То ли Турция открыла границу с ними. И теперь уже все лишнее или все, что направляется в Сирию, направляется. Насколько я владею информацией, там было 1600 погибших в Сирии и до 6000 не найденных. Это информация, которая только, я опять же говорю, я не могу сказать точно, вот ориентировочно о таких цифрах идет речь, что там даже ровно половина не начали разбирать развалины. Через Бурсу дорогу открыли Башлам в Сирию. Альхамдулиллах.